Рукоделие – это особый мир, где время замедляется, а мысли становятся тише. Это процесс создания красоты своими руками, в котором каждая деталь наполнена смыслом и теплом. Нити, ткань, пряжа или бусины оживают, превращаясь в уникальные вещи, хранящие в себе частичку души мастера. Сегодня мы узнаем, как рождаются авторские работы, почему ручной труд становится все более востребованным и какие традиции передаются от мастера к ученику. Мы поговорим о вдохновении, о традициях и о терпении, без которого невозможен ни один стежок. Мы в гостях у Табарик, мастерицы, для которой рукоделие стало не просто увлечением, а настоящим образом жизни. В ее доме каждая деталь хранит тепло рук и историю, рассказанную без слов. И специально для нас она приоткроет дверь в свой творческий мир. Уже со двора мы видим руку мастерицы. Особое внимание приковывает изделия из арт-бетона. Строгие формы, мягко оттененные текстурой, которые кажутся одновременно тяжелыми и удивительно легкими. Рукоделие помогает отвлечься от повседневной суеты, признается рукодельница. Оно помогает расслабиться и обрести внутреннюю гармонию. Для многих это не просто хобби, а источник радости, самореализации и даже способ превратить творчество в дело всей жизни. Это было в 2014 году. На YouTube я смотрела разные вот эти рукоделия, поделки, мне очень нравились. Еще сестра говорила: охота тебе там сидеть, смотреть, копаться там, лучше займись другим делом как бы. Мне все равно я не послушалась никого, я стала понемножку смотреть на YouTube, учиться. И с 2014 года я вот этим занимаюсь, эта работа мне очень нравится. Я отдыхаю, когда их делаю, эти поделки, когда ими занимаюсь, я отдыхаю. Мне нравится вообще. По ходу буду продавать, может, буду свое дело когда-нибудь, может быть, открою, я не знаю, об этом не думала пока что. Ну, пока мне нравится вот это все. Бывает, что Табарик просыпается с идеей создать что-то особенное. Еще до первых утренних звуков в мыслях уже рождается образ. Цвет, форма, фактура. Эта идея не дает покоя. Она вдохновляет и зовет к творчеству. В такие моменты обычные материалы превращаются в источник волшебства. Встану утром, сразу же чай попью, и сразу же хочется туда пойти, в мастерской, и заняться этим делом. Иногда приходится бросить быстро, потому что у меня уже в голове другие мысли. Я что-то увижу в YouTube, новое что-то, начатое пока к сторону оставляю. Или же когда надоест, тоже оставляю. Но если что-то у меня новое я увижу, начатое пока оставляю, как я сейчас сказала, я этим занимаюсь. Так вот эта кукла мне заняла большое время, неделю, можно сказать. Она как бы в стиле национальных. Платье у нее... Вот платок тоже, шарф, или как называется он, накидка, что ли, не знаю. Она была несколько раз в выставках, участвовала наша кукла. Правда, я еще не назвала ее, имя не знаю, еще пока нету такого, чтобы можно было ее назвать. Ну, разные куклы, вот такая тоже. Это все ручную шитый, внутри у нее материал синтепон, а ткани это разные идут. Вот, например, сумочка я сделала тоже, шила. Вот пенальчик. К тому же время занимало большое, хотя она маленькая. Видишь, она полностью, внутри подклада у нее, она стеганая. Ее стегать же надо, очень много времени уходит на это. Она стеганая. Вот хороший пенал. Игольница. Вот сумочка для термоса, для стаканчика, например. Разные сумочки вы видите. Вот бабочка. Она с липучкой. Она на швейную машинку как бы. Ты ее приклеиваешь, и сюда можно приколоть иглы, портные иглы.
Она использует самые разные техники рукоделия и постоянно осваивает новые. Она с интересом пробует вязание, вышивку, плетение, шитье, работу с бусинами и даже декорирование предметов интерьера. Техника японская, называется кимикоми. В 18 веке японцы из дерева делали куклы, вырезали, выемку делали, и туда как бы вовнутрь вставляли материал, ткань. И вот такая техника получается потом. А декорировать по-разному можно. Главная техника вот это называется кимикоми. Внутри у нее пенопласт, полушар. Можно полностью шаром сделать, можно полушаром. Это панно на стену. Настенное панно, ее можно подвесить вот так вот. Мне она лично нравится, недавно сделала. Для нее важно не просто повторять известные приемы, а искать собственные решения, сочетать материалы и создавать уникальные изделия. Каждая новая техника открывает возможности для самовыражения и позволяет воплотить самые смелые идеи. По словам мастерицы, секрет успеха – это внимание к деталям и любовь к своему делу. Именно поэтому на изготовление одного изделия тратится не 1 час. Здесь нет автоматизации, все исключительно ручная работа. Для Табарик важно не только создавать изделия, но и дарить радость людям, которые видят в ее творчестве тепло и вдохновение. У нее уже давно есть свои преданные покупатели и настоящие ценители ее творчества. В Урус-Мартане частный садик. Она моя давно знакомая подружка, знакомая, хорошая коллега, как бы. Она заказывает у меня постоянно вот эти изделия, и мы с ней давным-давно сотрудничаем. Это с 17 года. Она вот, в основном она у меня покупает все. Если что-то там у нее сломалось, я реставрирую. Она довольна мною, я ею. Так работаем вместе уже давно. Это, ее зовут Сайдат, кстати. Если она на меня смотрит, маршал, да, Сайдат. Требовательность к деталям, терпение и усидчивость не отпугивают ее. Наоборот, они помогают достигать совершенства в работе и создавать действительно уникальные вещи. Каждое изделие занимает большое время. Бывает неделя, бывает 2 дня, бывает 1 день, в зависимости от изделия. Длиною 3 метра на садик поезд сделала с паровозом. И еще карету. Можно было садиться с обеих сторон. Она большая была. Детские сады, вот эти малыши, чтобы они могли бы свободно туда сесть, дойти. Вот поиграться. Что мы, конечно, не могли не заметить, это закрытые глаза у кукол, которые придают им особую атмосферу спокойствия, умиротворения и внутренней гармонии. Для Табарик это не только эстетический выбор, но и способ сочетать творчество с уважением к верованиям, создавая изделия, наполненные душой и глубокой символикой. Например, над этой снеговичкой, это у нас девочка. Я очень долго поработала над ней, можно сказать, 5-6 дней. Потому что сначала туловище собираешь, потом каждое вот это шитье, одежду ее шьешь. Например, на шляпе тоже надо работать. Это тоже нелегко. Безрукавка, жилетка, видите, над шарфом, над юбочкой, над туфлями, ну и так далее. Это все надо шить ручную. А потом уже туловище собираешь, ну и так далее. Вышиваешь глазки, носик, ну и так далее. Потом декорация. Много времени уходит над такими. У Табарик есть всевозможные принадлежности для рукоделия. Каждый материал и инструмент она использует с умением и фантазией. Благодаря такому разнообразию принадлежностей Табарик может экспериментировать с техниками, сочетать необычные материалы и создавать декоративные предметы. В первую очередь термопистолет, клеевой называется еще, термоклей, ну и так далее. Но туда все ходят, поделки все идут. Вот такие мастихины, разные лопаточки, вот, например. Это сюда не относится, это уже шпаклевки, такая смесь есть, составляется. Видите, вот такие разные мастихины. А потом булечки для цветов. Из материала, когда ты делаешь цветочки, вот эти бульки очень нужно бывает. И еще разные размеры там, побольше, поменьше. Это булька называется. Эти кисточки. Ну, все-то есть, что только надо.
Видя, сколько возможностей для творчества открывает каждая ткань, бусинка или нитка, хочется взять в руки инструмент и погрузиться в процесс. Вот такая шишечка. Внутри тоже пенопласт. В крайнем случае можно заменить пенопласт фольгой. Например, вот такая. Вот конус я специально сделала, наточила. Вот такая зауженная сторона у нас. У нас шишка, форма шишки. Отсюда начинаем приклеивать чешуйки. Сейчас я вам покажу. А вот эта фольга. Ее надо потуже сделать. Табарик, я вижу тут столько красоты, и как-никак у меня возникает такое желание своими руками что-то сделать. Могли бы вы мне показать что-нибудь такое легкенькое, что я могла бы повторить? Да, покажем. Как раз у меня начатая шишка, вот. Оттуда продолжить тебе не будет трудно, я думаю. Как сделали, я сейчас объясню тебе. Например, хорошо, если начать с пенопласта, конечно. Вот увидите форму, она вот такая. Я ее вчера сделала. Бывает и продают тоже. Форму сделала. Зауженная, но как в форме шишки. Если нету дома вот такого пенопласта, мы можем из фольги обойтись как бы. Это то же самое делаем с этой. Плотно ее делаем и начинаем вот эти чешуйки приклеивать с острой стороны. У нас как бы времени мало, поэтому я наполовину сделала сама. Начинаешь с маленьких чешуек, потом уже идут чуть-чуть больше по размеру. А третий вариант еще побольше. Ее объяснение понятно и увлекательно. Кажется, что даже самая сложная техника становится доступной, а создание украшения – увлекательным путешествием. А я хочу, чтобы ты тоже нарезала, показать тебе, как их надо резать. Вот на это смотришь, вот так сама режешь. Если ты хочешь с легкого начать, как бы. Мне нужно треугольники вырезать. Давай я тебе одну покажу. Давай. Да. Оно, естественно, у тебя дело не идет, она убирается вообще, не нужна. Вот так идешь, вот так идешь. Ничего такого сложного там нету. Покажу я тебе другой вариант. Это как бы более проще я сделала. Можно лепесток вот так полоску нарезать, ее округлить. И такие тоже реальные получаются, реалистичные как бы. Форма реалистичная. И такие тоже бывают красивые. Потом на утюге ее можно как бы слегка подплавить. Или же все сделать, потом взять строительный фен, направить. Она как бы слегка плавится и вот так подкручивается вовнутрь. И такой вариант тоже можно сделать. Но сегодня мы сделаем треугольники, ромбики. Все, продолжай. Все, думаю, что у меня получилось, Табарик. Еще как получилось, молодец. Какой у нас следующий шаг? Теперь мы будем в шахматном порядке приклеивать. Ты видишь вот эти два? Между ними клеишь вот так. Не вот так, чтобы вот фольга видно была. Чтобы ее не было видно вот так. Берешь термо. Давай я один клей покажу тебе. Если он согрелся, конечно. Так, все. Видишь, две? А вот это вот так между ними в шахматном порядке. И вот так идешь. Видишь, вот эти два. Опять еще одну клеишь. Вот так продолжаешь. Я попробую? Давай пробуй. Все, Табарик, я вроде бы почти заканчиваю. Да, ты хорошо справилась. Молодец. И в конце нам нужно все это задекорировать, да? Ну, да. Заготовки уже есть, я приготовила заранее. Когда основа наша готова, мы приближаемся к самой интересной части – декорации нашей поделки. Табарик говорит, что здесь все уже зависит от ваших желаний и фантазии. Теперь будем декорировать. Сначала веточки идут. А есть какая-то особая техника декорирования? Или мы можем как бы на по свой желанию. вкус? На своем по желанию, да. Вот так можно. Можно елочные веточки, любые ветки, любые листья пойдут сюда. Шишечки можно. Все, бери, наклеиваться друг на друга. Давайте, друг против друга, да? Сначала одну сторону клеишь, потом навстречу на эту сторону.
Именно вот так будет красиво или вот так? Давайте вот так. Давай сделаем. Да, давай. Клей не жалей, 2 полоски туда. Наложи клея. До конца не обязательно. Главное, вот тут еще 1 полоска пусть будет. И держишь, пока она не приклеится, хорошо? Только клей горячий, будь осторожен. Прежде чем приклеить, сначала наброски надо всегда делать. Ты смотришь, где красиво выглядит. Хорошо? Или тут, или тут. Сначала смотришь, потом уже клеишь. Давай смотри. Ну, давайте друг против Если друга. планируем подвесить, давай сделаем вот эту ленточку, да, как бы подвесить ручку, да? Давайте. Если не планируем, тогда не нужна, она не обязательно там. Она должна быть, давай. Вот эта ветка нам, давай. Ты за фольгу не выходи, за пределы фольги, вот так, прямо на фольгу клеишь. И давайте это... Думай, друг против Саида, друга. куда ты будешь, где будет красиво. Такс. Если цветочки с этой стороны, да, с этой будет лучше. Только вот эти заостренности у нее, вот так вовнутрь, чтобы не было видно, вот так, чтобы не было видно. Тоже учитывай. Держи. Эта проволока называется, кстати, синельная. Табарик, вот такая вот красота у нас получилась. Думаю, каждый может повторить, раз я смогла. Ну, раз ты сама ее сделала, я хочу сегодня вот эту шишку тебе подарить. Спасибо большое, мне очень И приятно. дай Бог тебе здоровья, наступающим тебя. Спасибо. Табарик внимательно помогает, советует, но не навязывает решения. Она дает полную свободу творчеству, превращая процесс декорирования в увлекательное и вдохновляющее занятие. И вот мы узнали, как рождаются эти удивительные ручные изделия, один из которых теперь отправляется к нам в редакцию. Мы увидели, сколько труда, терпения и вдохновения вкладывает Табарик в каждую работу, как из простых материалов рождается уникальная вещь, наполненная душой мастера. Эти изделия не просто вещи, это маленькие произведения искусства, каждая со своей историей и характером. Они радуют, вдохновляют и напоминают о том, как важно ценить ручной труд, творчество и любовь к своему делу. Рукодельница Табарик учит нас, что творить можно в любое время, из самых обычных вещей, а результат всегда способен дарить радость окружающим.